Я хочу задать вопрос директору колледжа, кандидату физико-математических наук, доценту Уразбаевой Кумус Тюлюмовне. Кумус Тюлюмовна, как вы думаете, справляется ли современная система образования со своими задачами? Добрый день, спасибо за вопрос. С одним, конечно, словом или одним предложением на этот вопрос такой огромный глобальный ответ невозможно. Конечно, образование нашего государства старается идти в ногу с требованиями современными, но проблем много. Вот в этом году, допустим, новые проекты Министерства образования внедряет. Один из них – это деньги за студентом. То есть база девятиклассников, они имели большую возможность получить образование сразу в нескольких колледжах. То есть не в нескольких колледжах получить образование, а именно выбрать из 4 колледжей 4 специальности. То есть вот такой шанс был. Поэтому каждый год возможности для получения бесплатного образования расширяются. Все в руках наших выпускников. Благодарю. Есть ли у вас пожелания для других педагогов и учителей в воспитании талантливых студентов? Прежде всего, наши педагоги, если взять наших педагогов колледжа, то у них отношение к детям как к собственному ребенку. То есть они каждому ребенку, каждому студенту, каждому поступающему абитуриенту относятся как к своему чаду с любовью и с душой. И когда идет обучение, оно идет сразу параллельно с воспитанием. Поэтому у нас поступающие к нам студенты, будущие студенты или же наши родные студенты, они себя чувствуют как дома. Мы не отделяем ни по каким признакам. То есть отношение у нас такое родное, как одна семья. Поэтому у нас все хотят учиться и получают не только знания, но и воспитание. А был ли в вашей жизни человек, которого вы считаете своим главным наставником, учителем? Да, был, конечно. Это я когда поступила в Карагандинский государственный университет имени Евгения Арстановича Букетова, там был декан факультета. Вот он был деканом, наставником, был очень добрейший человек, талантливый педагог, поэтому он, конечно, дал многое мне и в обучении, и в работе тоже так же. А как вы думаете, идеальный педагог какой? Понятие идеальный педагог, я не могу такое сказать, Каждый должен стремиться к идеалу, но у каждого человека ведь свои идеалы. Поэтому он должен быть прежде всего порядочным человеком, любить детей, любить свою профессию, свой предмет любить. И тогда, конечно, будет каждый студент уже тянуться за этим педагогом. Насчет идеального не знаю, не могу сказать, что у каждого свои идеалы. А идеальный студент для вас какой? Идеальных студентов тоже не бывает. Во-первых, это дети со своими минусами, плюсами. И они же тоже и воспитание разное получают, разные социальные сферы отдельно у них получается, социум у них у каждого отдельно. Но мы стараемся, чтобы ребенок был, конечно, всесторонне развитым, во-первых. Во-вторых, стремящийся получить знания, воспитание. У него должны быть определенные умения, навыки при получении той или иной профессии. Поэтому тоже вопрос понятия идеального тоже такое очень большое объемное слово. Поэтому сразу сказать, что идеальных детей не бывает. Они все дети хорошие. Просто надо найти ту изюминку в каждом ребенке, чтобы если, допустим, у него талант только к математике, значит, понять его и дальше вести по этой части. Допустим, если он хороший спортсмен, то помочь, чтобы получить определенные знания, но и чтобы эти свои навыки в спорте он не потерял. Поэтому подход должен быть разным, конечно. Спасибо. Также от лица всех студентов мы бы хотели вас поздравить с предстоящим праздником, Днем Учителя. Спасибо большое. Желать вам здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо большое.
тоже нашему коллективу. Во-первых, поздравляю с наступающим праздником Дня Учителя. Это наш профессиональный праздник, к которому мы готовимся каждый год. У нас свои внутренние мероприятия есть. Коллективу желаю благополучия, здоровья, семейного счастья, ну и благодарных студентов, конечно. Спасибо за интервью. Любовь Ахметовна, я хочу задать вам вопрос. Сколько лет вы преподаете русский язык и литературу? Я уже в педагогике работаю около 45 лет. Почему вы выбрали эту профессию? У нас семейная династия. У меня отец, брат и сестра педагоги. Придя в школу, в начальном классе у меня была первая учительница Мария Павловна Илющенко. Я ею восхищалась и хотела быть похожей на нее. И у меня была мечта с детских лет стать педагогом. Повзрослев, я задумывалась об этом и в конце концов поступила в пединститут, закончила и вот уже работаю много лет педагогом. Есть ли у вас секрет, как заинтересовать современных подростков литературой, чтением, как оторвать их от гаджетов? Конечно, детей научить читать литературу – это вначале обязанность родителей. Они должны с детства привить любовь к сказкам. Читая им сказки, они прививают любовь к чтению. Но сейчас, конечно, молодежь у нас в основном с интернетом, компьютерные игры играют. И я бы предложила метод Изабель Филиозы, это метод «наводим мосты». Вот тогда они, мне кажется, немножко бросят свои гаджеты. Но ведь быть педагогом – огромная ответственность. С вас берут пример ваши студенты. Что значит быть для вас педагогом? Я считаю, педагог должен обладать всеми моральными качествами, глубокими знаниями, культурой и, конечно, уважением и любовью к людям. Педагог – это призвание, это моя жизнь, думаю. Я очень горжусь этим, что я стала педагогом и благодарна судьбе, что вот именно я работаю на этой стадии. С каким героем какого произведения вы себя ассоциируете? Я как преподаватель русского языка и литературы хочу себя ассоциировать с героиней повести «Песчаная учительница», это Платонова, Мария Нарышкина. Она тоже педагог. Я хочу быть похожей на эту героиню. Она была очень целеустремленной, работящей, любила жизнь. И вот в пустыне, которая обучала детей в любых вот этих трудностях, и вот я себя ассоциирую вот именно с этой героиней. Это настоящий энтузиаст. Большое спасибо за ваши ответы на мои вопросы. Хорошо. Все. Спасибо вам. Здравствуйте, Расмиль Габасовна. Хочу задать вам несколько вопросов, интересующих других студентов. Почему вы выбрали именно эту профессию? Что на это повлияло? Добрый день. Что повлияло на выбор профессии учителя, да? Наверное, знаете, когда я первый раз пошла в школу, в первый класс, у нас была очень хорошая учительница Татьяна Романовна. И вот все, чему она нас учила, я приходила домой, у меня дома был младший брат, я вот дома его вот практически все ему передавала, его учила. Но в старших классах уже появляется в моей жизни еще один человек, это Рагуль Жаксбековна, это учительница математики. Мне она нравилась вот своей харизмой, манерой общения с нами. Сейчас бы, наверное, сказали, это проводила она нестандартные уроки. Мы очень легко с ее участием решали сложные задачи.
И, наверное, вот по окончании школы как-то так определилась, много не думала, сразу решила, что пойду в педагогический институт. Что самое сложное в вашей профессии? Трудное? Ну, наверное, в профессии учителя все трудно. Но одна из трудностей – это привить интерес к изучению своего предмета. Научить ребят логически размышлять, рассуждать, оценивать. Я вообще люблю, когда студенты свободно оперируют четкими понятиями. Я всегда на уроках, вот и вам говорю, да, вы должны прям знать эти термины, понятия, свободно ими владеть. Еще одна из трудностей – это всю жизнь постоянно нужно работать над собой, нужно улучшать свои профессиональные навыки. Потому что не зря же говорят, что учить можно лишь тогда, когда сам растешь. Еще одна из сложностей в работе учителя – это быть педагогом, не просто учителем. Учитель, мы просто передаем знания. Но кроме этого мы же еще и психологи, мы воспитатели. И от того, что мы вкладываем в воспитательный процесс, во многом зависит то, кем в будущем станут наши студенты. А мы хотим, чтобы они стали гармонично, всесторонне развитыми, чтобы у них была активная жизненная позиция. Вообще трудностей в любой профессии много, но в работе учителя я отмечаю вот эти трудные стороны. Как по мне, быть педагогом – это огромная ответственность. С вас берут пример тысячи студентов. Что для вас значит работа педагогом? Работать педагогом, да, быть учителем. Учитель от слова «учить». Это каждодневно давать знания, передавать свой жизненный опыт студентам, душевное тепло. Вот такие способности, наверное, не каждому человеку даны. Поэтому говорят, что учителем можно стать только по призванию. Наверное, такое призвание – быть учителем. Есть ли в вашей профессии какие-то опасные моменты? Опасные моменты, ну, наверное, одна из таких сторон трудных, наверное, это, ну, прежде всего, студенты. Если нет у студента мотивации к обучению, это ведет к низкой успеваемости. Результат успеваемости – это итог работы учителя. Вот это вот связано одно с другим. Еще одна, наверное, сложность, ну, наверное, может быть, опасный такой поворот, самый важный – это профессиональное выгорание. То есть учитель, педагог, он не должен в себе терять личность. Ну, это мое мнение, так считаю. Самый интересующий студентов вопрос. По вашему мнению, социальные сети являются злом современной реальности? Ну, видите, у нас, наверное, вот в связи с этими событиями, вот обстоятельства, связанные с пандемией, отношение к социальным сетям у всех, наверное, изменилось. То есть мы в таких были условиях, что нам для общения, для работы, вот как раз таки очень удобны были социальные сети. Но я лично сама тоже участник социальных сетей, но я за минимизацию. То есть все-таки лучше живого общения ничего нет. А так социальные сети, возможно, у кого-то друзья далеко находятся, очень удобно для общения, для работы, но важно, наверное, содержание контента. Спасибо огромное за ваши ответы. Спасибо.